Внедрение мелкомасштабной производственной мощности по производству кормов для рыб является первым в своем роде в стране. Ранее фермеры были вынуждены полагаться на низкокачественные сельскохозяйственные производственные корма или дорогие импортные. Затраты на корма в аквакультуре, как правило, составляют от 50 до 60% затрат на производство. Фермерам было трудно развивать высокоурожайные экономически эффективные системы производства. Кормовые цеха для аквакультуры, установленные в рамках проекта ФАО, имеют производственную мощность от 600 до 800 килограммов гранулированных кормов в час. В настоящее время члены ассоциации начали уже сами производить корма, используя сырье, состоящее из местных ингредиентов. Я нахожусь в стране уже 2,5 года, и когда я сюда приехал, производство рыбной отрасли было очень низким. Но со временем постепенно отрасль стала развиваться. Например, скажем, в 2009-2010 году производство рыбы было 400 тонн в год, а сейчас оно выросло до 2000 тонн в год. Изначально проект был разработан для того, чтобы предоставить мальков, а также кормовую базу для ассоциаций, чтобы они могли вырастить производство, потому что это является самой основной базой для дальнейшего развития этой отрасли. Томас Шиптон также отметил, что после завершения разведения обычного карпа планируется разведение белого амура и толстолобика. И из-за того, что эти рыбы предпочитают теплую воду, их разведение будет позже. Кроме того, планируется также подготовка прудов для разведения мальков. Андрес Петери посвятил жизнь разведению карповых рыб, и в этом году он был приглашен посетить Кыргызстан. Посадочный материал. Первый шаг за продуцирование товарного рыба, продукция личинки. Получить 100 тонн товарная рыба, надо получить 1 миллион личинки. Есть два метода в этом шаге рыбного рыбоводства: естественный нерест и искусственный нерест. Теперь мы делаем здесь искусственный нерест. Почему? Потому что если есть естественный нерест, не больше, чем 5-7% икра будет достигать размер товарного рыба. Цель одна, отмечает эксперт, это показать людям Кыргызстана, как развести рыбу в искусственных условиях. Ведь там, откуда он родом, а это в Венгрии, такое размножение внедрили еще 40 лет назад. Женщины Кыргызстана также принимают участие в данном проекте и вносят свой вклад в развитие аквакультуры. В рамках данной ассоциации была создана женская группа, которая стала заниматься разведением рыб при содействии проекта ФАО. Желающих попасть в нашу группу очень много. Мы выращиваем мальков, личинок. Эта работа оказалась больше подходит для женщин. Мы их каждый час кормим, смотрим за ними. В Аксуйском районе, в котором расположен один из цехов проекта ФАО, народ также радуется такому событию. Ведь главной целью, как считает глава, является обучение жителей правильному разведению рыб. Теперь жители смогут заниматься этим делом с помощью искусственного нереста. На сегодняшний день идет очень хорошая работа. Я считаю, с открытием цехов будет развиваться наше рыбное хозяйство и увеличится количество рыб в озере. К примеру, этот цех относится к Иссык-Кульскому рыбному предприятию. Этот цех способствует развитию экономики сельскохозяйственной деятельности района, считает таким. Кроме того, ассоциация рыбоводов данного района все навыки и знания по разведению рыб получает именно здесь. Целью данного проекта является повышение потенциала сектора рыбного хозяйства в нашей стране с тем, чтобы обеспечить производство отечественной рыбной продукции, с тем, чтобы обеспечить вклад в продовольственную программу страны. В рамках нашего проекта у нас установлены 4 инкубационных цеха, 3 из которых в Иссык-Кульской области и 1 у нас в Джалабадской области. В 2015 году первая партия маточного поголовья карпа была ввезена из Казахстана и доставлена в рыбные хозяйства Тонского района и Иссык-Кульской области, в Узгенский район Ошской области, а также в ассоциации рыбоводов. В мае 2016 года еще 2 штамма карпа были закуплены из Национального научно-исследовательского института рыбного хозяйства и аквакультуры Венгрии. Это первоначальное маточное поголовье карпа будет формировать основу по разведению карпа, которая при поддержке Департамента пастбищ, животноводства и рыбного хозяйства будет предоставлять высокопродуктивные запасы рыбы, считает менеджер. Айзада Урумбаева, Нурдан Карабеков, Пирамида.